тема широты милости Аллаха Субхану Тааля. О том, что не надо отчаиваться, не надо падать духом, не надо поддаваться провокациям. Вот такого характера тема. По-арабски это одним словом выражается как раджа. Раджа, то есть оптимизм, надежда, добрая воля, вот такие. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассалям расулилля. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. Хадис приводит имам Бухари и имам Муслим. Передатчик хадиса сподвижник по имени Убада ибн Самит. Пусть Аллах будет им доволен. Он сказал: Каля Расулуллахи саллаллаху. Посланник Аллаха саллаллаху сказал: Ман шахида, кто засвидетельствует Алла иляха илlallah, о том, что нет иного божества, кроме Аллаха. Вахдах, он один, един. Ля шарика ля, нет у него сотоварищей, помощников, равных ему. Ванна Мухаммадан абдуху расуля, и о том, что Мухаммад его, саллаллаху, его раб и посланник. Ванна Иса, о том, что Иисус Абдуллахи ва расулю, раб Аллаха и его посланник. Ва калиматуху, и слово Аллаха, алькаха иля Марьям, которое он вложил в Марьям. Ва рухун мин, и дух от него. Ва анналь джанна хак, и рай это истина. Ва аннан нара хак, и огонь это истина. Кто все вот эти условия выполнит, ему очень большой подарок. Какой? Джанна. Аллах ввел такого, уже ввел, уже все. Адхаля. А? Иса, алейхиссалам, великий. Конечно, да. Значит, кто все это сделает, Аллах ведет их в рай. Не ведет, а ввел, уже ввел все. В книге Аллаха уже написано, что они зашли. Дай Аллах нам быть среди них, я Аллах, я Карим. И как они зайдут? Аляма кана миналь амаль, в соответствии с тем, какие дела совершали. В рай люди зайдут только по милости Аллаха. Никто по своим делам, по своим стараниям в рай не зайдет. Слишком это дорогой товар. Его невозможно купить. Это просто милость Аллаха, джалля джалляля. Но уже в раю надо понимать, что есть степени, дараджат. И эти степени будут зависеть от того, насколько человек искренний и праведные дела делал. Значит, образно говоря, это как вот едешь же отдыхать куда-нибудь. Кто-нибудь ездил отдыхать в этом году, в прошлом году? Кто не ездил? Когда-то там несколько лет назад. Несколько лет назад. Вот когда ты туда едешь, там у тебя квартиры нет, дома нет. Где будешь жить? В отеле или снимать. В отеле или будешь снимать. И по карману там. Есть хостел, койко-место. Есть какой-то общага, 10 человек в одной комнате. Есть, например, там 3-звездочный отель, еще какой-то. В общем, сколько у тебя бюджет позволяет, такой ты себе там и отель закажешь, место жительства. И будешь отдыхать.
Ну, только 2 недели, 1 неделю или 3 дня отдохнешь, потом все, хватит, давай на работу. Пора домой. Да? А в джаннате нету. Туда зашел и навсегда отдыхать. Халидина фиха. И вот Да. вообще-то во всем мире надо обширить построить на время поста, чтобы люди издалека же были, Ага. чтобы торговать успели. Очень хорошая идея, машаллах, машаллах. Всевышний Аллах поможет воплотить в реальность. Ну, там Есть такие случаи, то есть примеры в истории были такие. Строили караван-сарай, называется. Караван-сарай на дорогах, на проходах строили, типа как общежитие, куда люди могли зайти и поспать, и отдохнуть. Главное, чтобы люди этим не злоупотребляли потом. Не были, не были как бы как их называют, бездельниками, дармоедами. О, там есть одно место, пойдем там будем спать. И не трудятся. Вот это опасно, это очень плохо. во время поста надо половина работы сделать, чтобы 6 часов работать. Мгм. И 7 остальное время, чтобы 5 раз намаз, таравих читать. Мгм. Да, очень хорошая идея. Некоторые специально отпуск берут на этот период. И говорят наоборот, что когда ты близко живешь, ты всегда опаздываешь. А когда ты откуда-то далеко едешь, ты заранее об этом беспокоишься. Да. И агер идет за каждый шаг. Такая тенденция есть, да. Не все есть хорошо, когда комфорт. Когда комфорт, он наоборот расслабляет. Мгм. Помню, когда я учителем работал в этом преподавательном исламском институте, там 4-этажное здание, первый этаж типа как это, управление, там всякие кабинеты, второй этаж был учебный корпус, первый этаж столовая и всякие там, ну типа как хозяйственные комнаты там всякие, хозблок, да. Второй этаж был вот это управление, там ректор сидел еще, проректоры всякие. Третий этаж был, значит, учебный корпус. И 4-й этаж общежитие. Вот. И на урок придешь, никого нету. Поднимаешься в общежитие, вставай, на урок пошли. А те, которые там квартиру снимали или где-то жили, они всегда приходили вовремя. Да, человеческая суть такова, природа такова человека. То, что ему легко досталось, он не ценит, к сожалению. Ценит, Или ценит, когда теряет, да. И он задумался над тем, как сподвижники пророка сразу запоминали Коран. Или как вот столько там вот в Газе, например, 90%, 95% людей хафизы. Как так получилось? А оказывается, я вот задумался, вот сподвижники, они услышали слова от пророка, у них не было вот такого мусхафа, чтобы потом повторить, там, еще раз перечитать. Они боялись это забыть. А мы сейчас, у нас перед нами столько мусхафов и в печатном виде, и в виде приложений, и уже с тафсиром, со словарем, с переводом, с чем только нет. И то лишь бы читай, лишь бы открывай, только читай. Вот. Но мало кто читает. Всевышний Аллах не просто так дал нам это, да, он сказал, поясни, мы облегчили поминание для людей, но есть ли среди вас поминающие? Вот только сейчас начинаем осознавать величие всего этого. Сейчас намаз даже лень читать. Ведь 40 лет, как будто вечно будет намаз читать. 40, 50, 40 лет начинаю. Так, давайте, значит, здесь вот остановимся на условиях того, чтобы человек вошел в рай. Первое. Это свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, одного единого, и нет у него сотоварищей. Второе. Свидетельство о том, что Мухаммад, саллиллаху раб Аллаха и его посланник. Третье, что Иисус, сын Марии, мир ему, раб Аллаха и его посланник. И слово Аллаха, которое он вложил в Марию, потому что он был рожден, создан Аллахом без папы. Аллах сказал ему: будь,
и мать его понесла. Варухун мин, и дух от него. Вот, значит, это есть. И дальше что? И надо верить, конечно же, как в рай зайдешь, если не веришь, что есть рай, да? Надо верить, что рай это истина и ад это истина. Вот такие 4 важные условия. Тогда человек, который верует в это, Аллах ведет его в рай. Как? И тогда человек, который уверовал в это и заявил об этом, Аллах ведет его в рай. Да, да, да. Так сказал пророк. Zakirler Саллаллаху алейхи вассалям. нашел некоторые люди не поклоняются. Человек человеку нельзя никому поклоняться. Никакому человеку. Ему поклонялись и многие. Да. Он сказал сам это, как сравнение. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и посланник. И я свидетельствую, что Иса ибн Марьям, раб и посланник Аллаха и его слово. И я свидетельствую, что рай это истина, и что ад это истина, и что все, с чем пришел Расулуллах, наш посланник, саллаллаху алейхи вассалям, это истина. Мы присоединяемся к тебе, тоже Я свидетельство. беру вас в свидетели, и я сам являюсь свидетелем того, что вы это также засвидетельствовали. Пусть Аллах ведет нас всех в рай. Аминь. Если человек творит чудеса, не надо ни в коем случае сравнить с всемогущим Аллахом. Человек всегда человек. Если Аллах так захотел, он может творить. Ису, алейхиссалам, некоторые заблуждения говорит. По-моему, даже в фикхе есть раздел об этом, вот о чем брат говорит, что есть му'джиза, это чудеса пророков, Мгм. и есть чудеса праведников. Да. Там кресте кого-то избили, это же жестоко, там его показывают. Ужасно. Поэтому надо иман крепче сделать от заблуждения подальше, чтобы Да. если кого-то сбили, ужасно. И еще это показывает. Ай, да, да. Следующий хадис на эту же тему. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء السيئة سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. سبحان الله. Альхамдулиллах. Значит, о чем здесь нам говорит? Это передача хадиса Абу Зар. Его свой сборник собрал имам Муслим, то есть это достоверный хороший хадис. Пусть Аллах доволен будет Абу Заром, и пусть Аллах будет милостив к имаму Муслиму. И к нам всем. Аминь, аминь, аминь. Каля набию, саллаллаху алейхи салям, посланник, пророк сказал, саллаллаху алейхи салям. Якулюллаху азза ваджаль, великий, могучий Аллах говорит. То есть это хадис Кудси. Да, Аллах сказал, а пророк, алейхиссалям, это нам передал. Значит, о чем сказал Аллах? Аллах сказал, тот, кто придет с одним добром, с благодеянием, то ему воздастся в 10 раз больше. Ау азьят, или даже больше этого. Щедрость Аллаха не имеет границ. Что? Щедрость Аллаха не имеет границ. Щедрость Аллаха безгранична. Столько даст, мало не будет щедрость, потому что не имеет границ. Субханаху ва та'аля. Людям надо научить. Ваман джа биссайя, но кто придет с грехом, фаджазау сайятин мithluha,
воздаянием за грех является такое же, подобное ему, то есть. Ау ахфир. Или же я, если захочу, прощу, говорит Аллах. За грех Аллах дает один грех, а если захочет, простит. Ваман такараба мини шибран. Кто приблизится мне вот настолько, на сколько тут сантиметров? 5, наверное. Такаррабту ля зира. Я приближусь к нему на локоть. То есть еще больше буду к нему приближаться. Ваман такараба мини баан. Кто приблизится ко мне на локоть, я приближусь ему на метр, скажем. Кто ближе ко мне станет хотя бы на 20 сантиметров, я стану ближе к нему на целый метр. Ваман атани ямши. Кто будет идти ко мне пешком, атайтуху арваля. Я буду идти к нему бегом. Ваман лакияни бикурабиль арды хатиа. Кто встретится со мной, и целая планета Земля, полная грехов, будет от него. Но при этом ля юшрику би шай'a, он мне не будет сотоварищей создавать. То есть вот как сегодня мы читали, один хозяин сада, сад этот превратил в сотоварища Аллаха. Я это имею, у меня много друзей, я богач, и даже не думаю, что судный день наступит. А если наступит, Аллах ко мне здесь щедр, там тоже будет щедр. Вот этого кто не делал, то есть ширк не предавал, Аллаху сотоварищей, Аллаху равных не предавал, что будет тогда? Если целая земля полная грехов человек принесет, но не будет мне давать сотоварищей, лакейтуху бимитлиха махфира, я его встречу стольким же прощением. Аллах. Но это хадисы, значит, только не должны быть оправданием для грехов. Кто-то скажет, я сейчас натворю, а там Аллах Та'аля меня простит, я же ширк не делаю же. Вот это опасно. Так нельзя оправдываться такими хадисами, оправдывать свои грехи нельзя. Эти хадисы в основном пришли для чего? Для того, чтобы люди, бывает человек, вот были такие случаи у нас, приходил один человек, я, говорит, вот СПИДом болею туда-сюда, я, говорит, и то делал, и все делал, вот сейчас боюсь, говорит, наверное, уже конец у меня близко. Он пришел, вот, не знаю, как, чего себя вести, чему. Человек отчаялся, да, уже. То есть для того, чтобы мы не отчаивались в милости Аллаха. Да, и мы ему вот такие похожие хадисы привели, что ты не отчаивайся, милость Аллаха широка, искренне покайся, больше к этим грехам не возвращайся, проси прощения. И он так пару раз приходил, потом что-то перестал приходить. Может, ушел с этого мира, может, переехал куда-то, не знаю. В общем, он бодренький такой, приходил несколько раз потом, альхамдулилля. Поэтому эти хадисы пришли для того, чтобы мы не отчаивались. Почему? Потому что шайтан, наш враг, внушает людям отчаяние. Все, ты конченый, ты алкаш, ты наркоман, ты больной, Аллах тебя не простит. Давай пойдем со мной, я тебе спасу, я тебе помогу. И дальше больше к себе подтягивай. У нас всегда надежда есть. Надежда, есть такая поговорка руссконародная, говорит, надежда умирает последней, да? А мы говорим, надежда вообще не умирает, она бессмертна. У нас всегда надежда есть. Без надежды только один шайтан. У нас надежда всегда есть. И об этом мы услышали только что. Вот в этом хадисе, если человек придет к Аллаху бикурабиль ард, так что вся земля заполнена будет его грехами, полный земной шар грехов, но он, не предавая мне сотоварищей, придет, я, говорит, его встречу с стольким же прощением. Аллах. Какой Аллах щедрый, да? Как фараон, его уже богатство погубило, он не раздавал свой золото, деньги, и его
сжимала, и он ужасным заблуждением пришел. Он себя сравнил, он должен был раздавать богатство, раздавать людям, а он наоборот отобрал у них и насильно построил пирамиды, и люди умирали за него. Они бессильны, и брал золото и не раздавал, и погубил. Это его серьезное заблуждение. Очень серьезный. Он Если сам... богатые люди Наузбилля. счастливыми, они такими стали ниже. Сами богатые наоборот, они сами ниже. Да. Пусть Всевышний Аллах дарует нам такую милость, чтобы мы ни в коем случае никогда за свою жизнь не предавали Аллаху сотоварищей, и чтобы когда мы вернулись к Аллаху, чтобы мы были избавлены от мучений в могиле, от ужасов судного дня и от адского дня, и чтобы мы встретили Аллаха прощающим, милосердным. Аминь. Если деньги не раздавать много, это тебе заблуждение. Надо щедрым быть, да? Надо беднякам помогать, а то заблуждение человек пойдет, потом сам не знает. Это ужасная концовка. Поэтому нам Аллах велел давать закят, садака, да? Чтобы очиститься от всего этого, от высоты. Надо себе немного оставить, сколько остальное надо раздавать. Внимание надо себе, только себе купить. Это человека потом в конце погоды в этом ужасно. Аллах. Я саттар, я саттар, я саттар. Аллах дает нам, мы будем раздавать, дает. Так и избавимся. وعن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم. Значит, хадис переводит имам Муслим в своем сборнике достоверных хадисов от сподвижника по имени Джабир, пусть Аллах будет доволен им. Джабир аль-Таранху говорит, что пришел некий человек, не некий человек, а араби, бедуин, простой человек. Из пустыни пришел простой бедный человек. И обратился к пророку, саллаллаху сказал: «О посланник Аллаха, в чем являются две обязательные или две вещи, которые сделают обязательным?» Факаль ман мата ла юшрику бихи шей'ан дахаль джанна. Кто умрет, не предавая Аллаху ни в чем сотоварищей, зайдет в рай. А тот, кто умрет, поклоняясь чему-то, кроме Аллаха или вместе с Аллахом, то зайдет в огонь. Наузубиллях, пусть Аллах нас сохранит от огня. Значит, здесь условие, чтобы войти в рай, это не предавать Аллаху за товарищей, то есть избегать ширка в разных его формах, какими бы они ни были. Значит, главный вывод о том, что не терять надежды ни на йоту в милости Аллаха и всячески избегать язычества, идолопоклонничества. Да. Сказали, любое добро умножается. Намаз считается, намаз, который фарс, не считается добром, а оно увеличивается. Конечно. Оно тоже добром считается, да, намаз? Который пятикратный. Конечно. Это как лестница. Сколько поклонов. Чтобы эта лестница, чтобы намаз примется Аллах. Если примет, то много будет. Если мало намаза примет, то мало. Я, кстати, два хадиса еще по этому поводу слышал, кстати, по поводу намаза. Изначально же
Помните, наверное, хадис про Исра валь Ми'радж? Изначально же было 50 намазов. Да? Мгм. И потом, когда вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям получил уже относительно Саллаллаху 5 намазов, алейхи ва саллям. саллаллаху алейхи ва саллям, 5 намазов, да? Воздаяние за 5 намазов как 50, как за 50. Вот. По-моему, отсюда как раз таки идет, что за одно благое деяние у нас 10. Вот. И вот как раз по этому поводу я еще один хадис слышал, по-моему, тоже как раз таки в Навави, просто он другой передается, что вот как раз таки, если человек совершает одно благое деяние, то ему воздаяние от 10 до 700 раз. Мгм. Если совершает один грех, то равное воздаяние за грех, да, или прощение. Если же человек намеревается совершить благое деяние, но не совершает его по каким-то причинам, то ему одно благое деяние за намерение. О. Если он намеревается совершить грех, но оставляет его и не совершает, то ему также одно благое деяние за оставление греха. Альхамдулилля. Чтобы Видишь? благое дело надо верить. Если ты не веришь, И вот то у меня веришь, закладка это даже не стоит. будет. А в Сура вере Нахль. будет считаться. Всё ноль. Ихлас нужен. Да. И вот у меня закладка стоит на суре Нахль, 119 аят. Ага. Я как-то просто, вот, знаете, иногда открываю вот Коран, вот так просто, Мгм. без закладки, все. Когда мне нужен совет от Всевышнего Аллаха, я прошу его искренне дать мне совет, я Мгм. открываю. Как-то раз я просто вот Мгм. задумался и просто открыл Коран. Мгм. И открыл как раз на этом аяте. Ага. Что же касается тех, кто совершил зло по незнанию, а после раскаялся и исправил содеянное, то поистине твой Господь после всего этого всепрощающий и милующий. Всевышний Аллах Альхамдулилля. простит нас, помилует, Аминь, ведет аминь, нас, я раб. ведет нас в сады рая. Я хочу сделать за вас со всех А дуа. почему у тебя такой возник вопрос, дорогой брат? Просто я вот начал же есть. Ага. Отдельный. Так. Я думаю, за нафиль умножается или за фарз тоже. То есть обязательно есть разница. Ага. На самом деле, первым делом надо фарзы делать первым делом. Потому что, так сказал Аллах Тааля в святом хадисе, сказал: «Ахаббу майктарраба иляя абди аль-фараид». Самые любимые дела, посредством которых раб приближается ко мне, это обязательные дела. Вот фарз, намаз обязательно надо читать. Потом уже И за них обязательно награда есть, есть награда. Пропущенные же, они будут заполняться вот тем, Их возмещать можно только Есть об этом хадис, да. нафиль намазы много надо. Есть об этом хадисы. Нафиль. Потому что если у человека не будет хватать в судный день обязательных намазов, Аллах повелит по милости и щедрости его записать их как обязательные. Можно я за вас за всех дуа сделаю? Давай, бисмилля. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. آمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. آمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Аминь. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك آمين. من عذاب القبر ونعوذ آمين. بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من آمين. فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس يا أكرم الأكرمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم آمين إنا يا نسألك رب. الجنة الفردوس يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجلال والإكرام يا قوي متين يا حي قيوم برحمتك نستغيث آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين يا رب العالمين اللهم اغفر. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم آمين. اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وابني لنا عندك بيتا في آمين. الجنة آمين. ونجنا من القوم
ونجنا من القوم الظالمين آمين. ونجنا من القوم المفسدين آمين. ونجنا من القوم الجاهلين آمين. ونجنا من القوم الغافلين ونجنا من القوم المشركين ونجنا من القوم الكافرين ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين ولا تجعلنا يا مولانا من الكافرين آمين. ولا تجعلنا يا مولانا من المشركين ولا آمين تجعلنا يا يا رب. مولانا من الفاسقين ولا آمين تجعلنا يا يا رب. مولانا من الظالمين ولا تجعلنا يا آمين. مولانا من الجاهلين وربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين. وأنت خير الرازقين آمين. وصلى الله جل جلاله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بسر أسرار سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاك الله خيرا. إياكم